Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Около 850 гостей из братских республик Северного Кавказа приедут в Абхазию на празднование Дня Победы и независимости. В Абхазии находится делегация Российского экспортного центра. Гостей принял глава администрации Сухума Беслан Эшба. Министерство просвещения Абхазии начало раздавать учебники для 8-9 классов. Мы продолжаем рассказывать о событиях 30-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. 20 сентября на Восточном фронте освобождено село Ахалдаба Чемчерского района. Установлен контроль над участком трассы от села Лашкиндар до Кадорского моста. На Западном фронте молниеносной атакой наши бойцы выбили противника из первого 16-этажного здания на въезде в город Сухум. Чуть позже была освобождена и вторая 16-этажка. Освобождена правая часть сел Тавис-Публеба и Нижняя Яштха. Подразделения абхазской армии с боями вышли к Сухумскому интернату. После тяжелых боев освобождена гора Гварда. Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало. Грузинская сторона отказывается от подписания соглашения, предложенного 19 сентября в Сочи. До Дня Победы остается 10 дней. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Алана Гаглоева с 33-й годовщиной со дня провозглашения Республики Южная Осетия. Аслан Бжаня выразил уверенность, что братская Южная Осетия будет продолжать развиваться и процветать, создавая лучшее будущее для своих граждан. Абхазию и Южную Осетию объединяют особые отношения и общее историческое прошлое. Убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет развиваться и в будущем во имя процветания наших республик, говорится в поздравительном адресе. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил председателя парламента Южной Осетии Алана Алборова с Днем Республики Южная Осетия. В основе отношений между нашими республиками глубокая дружба, уважение, взаимопонимание и поддержка. В этот день мы вместе с вами воздаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни за свободу Южной Осетии. Мы всегда помним о подвиге юго-осетинских добровольцев, погибших за свободу абхазского народа, отметил Лаша Ашуба. Около 850 гостей из республик Северного Кавказа приедут в Абхазию на празднование Дня Победы и независимости. Это добровольцы из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Северной и Южной Осетии, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии, а также их семьи. Кто-то уже заехал в республику, кто-то еще в пути. Распределяются гости в Сухуме, в гостинице «Страна души» и на курорте Пицунда. Все детали у Гугут Савардания. Люди разных национальностей, вероисповеданий и взглядов, пришедшие по зову сердца на помощь абхазскому народу 30 лет назад, сегодня вновь все вместе собрались на абхазской земле, чтобы отпраздновать юбилейную дату победы, за которую сражались и отдавали жизни. Помню, по телевизору говорили, что там тяжелые бои идут. Я прибежала к иконе Божьей Матери на колени. Господи, помоги. Ну, не судьба. Сын Галины Диколенко, Сергей Диколенко из Адыгеи, услышав, что в Абхазии началась война, вместе с друзьями отправился на фронт. А после прислал письмо, где рассказывал матери, что она может им гордиться, ведь он выполняет особо важные задачи. Это была его последняя весточка. Сергей пропал без вести в мартовском наступлении. Долгие 20 лет в сердце матери теплилась надежда, что ее сын жив. А потом уже на 20-летие в 2013 году нас с мужем пригласили. И
На плите мемориальной обнаружили фамилию сына. Тогда мы уже поняли, что ждать уже бесполезно. Ну, потом в 2015 году нас вызывали, сдали анализы и привезли, нашли, сделали идентификацию и привезли нам его домой, похоронили. Для участия в праздновании 30-й годовщины Победы по приглашению руководства страны в Абхазию вместе с семьями приехали добровольцы-ветераны из Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Юга России, матери погибших добровольцев. В тот день, когда в соседней Абхазии началась война, сын Клары Баладжиевой, Джемал Баладжиев, доброволец из Карачаева-Черкесии, сказал, что устраивается на работу и ему нужны документы. Так и ушел. Больше они не виделись. Он сказал, работать еду. На работу я ему, конечно, и паспорт дала, и на работу. Тогда еще денежки были 700 рублей. Ну, как бы деньги другие были. В 92-м году какие-то. Вроде один раз в кафе зайти, 700 рублей. Я ему 700 рублей в дорогу дала, он деньги не взял, и паспорт дала. Он сказал, на работу едет, он не говорил. Факт то, что не говорил. Я узнала, когда он привез своего друга, который погибших, он привез с солдатами вместе. И он сам был военный, в черной форме. И тогда я узнала. И после этого, конечно, я все время молилась, я думала, он живой вернется. И он погиб 4 июля 1993 года в горах Ахмил. Клара Баладжиева каждый год приезжает в Абхазию и спешит на праздник Победы в память о сыне, который погиб, защищая горячо любимую страну. Дорогих сердцу гостей, для которых Абхазия уже давно стала вторым домом, Абсны встретила теплым бархатным солнцем и ласковым морем. С 2010 года я езжу в Абхазию по приглашению представителей абхазских. Вот я приезжаю каждый год сюда. Уже Абхазия стала мне второй страной. И как бы каждый год торопимся, спешим на этот праздник. 20 сентября приезжаем, тут нас встречают, тут нас такой праздник, вот абхазцы такие вообще. И наши дети не ошиблись в их нечеловечности. Часть гостей разместили в курорте Пицунда, других в Сухуме, в санатории «Страна души». Организацией мероприятий по приему добровольцев занимается Кабинет министров Абхазии. Создана комиссия. Создана группа из членов аппарата Кабинета министров. Толковые, грамотные специалисты, которые занимаются этим всем. Как видите, количество людей очень большое, все это продумано, проработано, каждое имя, каждая фамилия. Все организовано на достаточно хорошем, серьезном, именно государственном уровне. Процесс идет, не все делегации еще приехали. Предварительно 250 будет находиться в курорте Пицунда, до 600 человек будет здесь. Из коридоров доносится адыгская, чеченская, осетинская речь. В холле гостиницы люди из разных северокавказских республик обнимают друг друга и делятся воспоминаниями. Казбек Ихагоев из Кабарды рассказал, что самым тяжелым воспоминанием для него стало кровавое мартовское наступление, когда погиб юный доброволец Валерий Берхамов. Ему было всего 16. Я и два адыгейца, Мурат и Алим. Мы его вытащили на нашу сторону. И так увезли домой, похоронили. Да, День Победы вспоминать очень тяжело, конечно, это все. То, что народ Абхазии видел, чтобы ни один народ не видел. И народ весь встал, дети встали, женщины, старики, все встали на защиту своей родины. Поэтому и добровольцы помогли, поэтому добровольцы тоже пришли. От того, что добровольцы пришли бы, если народ сам не воевал бы, они что сделали бы? Поэтому достойная победа, достойного народа. Так что вы наши братья, сестры, так что мы с вами всегда. Абхазия ежегодно приглашает добровольцев вместе с семьями и матерей погибших воинов на отдых и для участия в праздновании Дня Победы. В этом году в честь 30-й годовщины Победы эти мероприятия проводятся более масштабно. Всего планируется принять около 850 человек. Гугу Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.
Руководитель Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махария и полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба считают неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые берут на себя ответственность высказываться от имени сотни тысяч абхазов по обсуждаемому в обществе законопроекту о продаже апартаментов. Об этом говорится в письмах, адресованных соотечественникам. Подчеркивается, что Федерация культурных центров Абхазии – самое крупное объединение абхазов в Турции. Никого не делегировала для этой цели в Абхазию, и они не имеют никакого отношения к федерации, которая даже не была поставлена в известность об их визите. Глава администрации Сухума Беслан Эшба принял вице-президента группы компаний Российского экспортного центра Олега Хацаева и его советника Махарбека Хадарцева. На встрече обсуждались возможности взаимодействия реализации тех программ, которые делегированы Центром, возможности для реализации российских товаров и услуг за пределами Российской Федерации с использованием транзитных возможностей как в одну сторону, так и в другую. Беслан Эшба также отметил, что городу нужны и коммунальная техника, и автобусы. Абхазия заинтересована в сотрудничестве. Вопросы по поставке автотранспорта, коммунальной техники и поставке оборудования по переработке будут проработаны специалистами Российского экспортного центра, отметил в свою очередь Олег Хацеев. Участники встречи выразили готовность закрепить все договоренности в октябре в Москве, где будет проходить международный экспортный форум, организованный РАЙЦ. Министерство просвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8 и 9 классов. Всего закуплено более 32 тысяч книг по алгебре, русскому языку, литературе, истории России и всеобщей истории. Это уже третья партия учебников, приобретенная для школьников Министерством просвещения Абхазии. Выдача книг началась с сухумских школ, получат их и все районные школы. Президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава принимает участие в мероприятиях, посвященных 25-летию образования Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. В рамках визита состоялась встреча главы республики Махмуда Али Калиматова с гостями, руководителями зарубежных региональных палат и субъектов России. Гостям презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии, проинформировали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и опыте взаимодействия бизнеса с органами исполнительной власти. За хранение наркотиков в особо крупном размере, выращивание наркосодержащих растений и хранение боеприпаса к уголовной ответственности привлечен житель Гулрыбского района. Подробности в оперативной сводке МВД. В селе Мачара в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве был задержан меликян Руслан Гунтерович. Местный житель 1968 года рождения хранил при себе вещество растительного происхождения, которое сотрудники уголовного розыска Гулрыбского РОВД изъяли. Впоследствии при исследовании домовладения вышеназванного гражданина сотрудники милиции обнаружили кусты наркосодержащих растений, которые меликян выращивал в подсобном помещении. Там же среди складированных бытовых вещей хранилось высушенное аналогичного происхождения вещество в виде куста и листьев, а из коробки, спрятанной в шкафу, был изъят корпус ручной гранаты F1, по заключению экспертов, являющийся технически исправным и пригодным к использованию боеприпасом. При осмотре второго этажа домовладения гражданина Меликян сотрудники уголовного розыска обнаружили коробку с листьями вещества растительного происхождения, а также сверток аналогичного вещества россыпью. Как установлено экспертами, изъятое у Меликян вещество растительного происхождения является наркотическим средством каннабис общей массой порядка 100 грамм. При этом и сам гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Гражданину Меликян вменяется 3 уголовно наказуемых деяния, квалифицирующими признаками которых является незаконное хранение наркотического средства в особо крупном размере без цели сбыта, культивирование наркосодержащих растений, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Руслана Меликян по части 3 статьи 223, части 1 статьи 228 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел.
С 21 по 29 сентября Абхазский государственный университет при поддержке российского отделения Евразийского художественного союза проводит международную выставку «Конкурс пленэрного мастерства». В рамках этого мероприятия будут проводиться мастер-классы по живописи, в которых смогут принять участие все желающие, от начинающих художников до профессионалов. Пленэры будут проводиться в Гагре, Пицунде, на озере Рица, Новом Афоне и Тхорчале. Близится к завершению работы по реконструкции Красного моста в Сухуми. К 27 сентября все эти работы будут завершены. Этот мост относится к памятникам историко-культурного наследия и имеет особое символическое значение, так как именно здесь, 14 августа 1992 года, абхазские ополченцы приняли первый бой. Специалисты обработали перила моста, очистили их от старой краски и лака, восстановили элементы декора, уложили тротуарную плитку по обеим сторонам моста, обновили фонарные столбы и электропроводку. 22 сентября у железнодорожной станции Килосур состоится праздничный концерт в честь освобождения города Сухум. Организатор мероприятия – администрация столицы. Начало в 19 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 21 сентября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 23-28. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.